Переходим к следующему вопросу. На очереди Блиц. О, Это значит, что там 3 нужно вопроса в ответить одном. на 3 вопроса, чтобы получить Но они балл. должны быть За 1,5 минуты, да? На каждый вопрос у вас будет 30 секунд. А, окей. Но они должны быть попроще. Помните, в тот раз Да, Блиц да, был да. чуть-чуть Они попроще. будут все объединены одной темой. А, окей. Блиц придумал наш подписчик Алексей Кулагин из Казани. Школьный учитель. Итак, первый вопрос. По-татарски таш — это камень, бока — лягушка. А кого татары называют таш-бока? Может быть, жаба? Типа каменная лягушка? Лягушка как камень выглядит, да. Может, это какое-то обзывательство? Ну, может быть, так вот так. Камень, лягушка, лягушка. Вот какая камень прыгает? Есть такое? Типа, Что-то тяжелое. галка, что ты кидаешь в Да. озеро. Что... Жаба самая... Я вообще не знаю. Может, какое-то обзывательство. Мне кажется, жаба самая... Да, жирно жадная. интересно. Про человека это. Так, время. Вам нужно объединить лягушку и камень в какое-то существо. Итак, ответ. Ну, наш ответ Памятник? это... Не знаю. Это существо, то есть... Наш ответ это жаба. Как лягушка в сумме с камнем дает жабу. Это неправильный ответ. Нет, мне просто интересно. Ну, потому что Это выглядит типа, как ну, каменная. лягушка потверже, да? Это что-то Ну, другое, что прыгает. Татарам мне как это может быть? Сам учитель. либо что-то черепаха, Физрук, может быть? физрук. Потому что они прыгают, и он Черепаха, типа дёргает. кстати, это из Давайте, у вас уже было много версий, выберите одну и ответьте. Ну, Да. черепаха. Да. Черепаха. Физрук — это неплохо, но правильный ответ — черепаха. Отлично. Да. Как вы угадали? Кто это сказал? Да, я сказал. Вау. Отлично. Вы поняли теперь принцип, по которому татары соединяют предметы и животное? На французском мы тоже так делаем. Да? Например, pomme de terre — это картошка, это яблоко из земли. Ну да. А, Второй вопрос. По-татарски «су» — это вода, а «сыер» — корова. А кого Молока. татары Молоко. называют Молоко. «су-сыер»? Это что, как молоко? Молоко. Да? Молоко, Но наверное. кого? Коровья вода. А Я, я подумал, типа, тюлень или типа А, морж кого? или что-нибудь. Да. Молочник. Кто это? Может быть, мать, которая кормит? Живет в воде, но похож на корову, да? Но есть корова. морская корова, вот это, вот, которая вот, менати. Но мне кажется, Да. это не то, потому что вот, они вот Какой-то так... тюлень, наверное, да. если Тюлень? классно. Тюлень. Ну, Тюлень. что-то такого типа. Либо бегемот. А, кстати. Кстати, да, это тоже вариант. Это что, больше Так, похоже что на было, корову? типа, Время вышло. Кто будет отвечать? Давайте наш ответ это... Это блиц. Нужно быстро. И просто расскажу, что я думал. Ну давайте. Я выбирал в голове между бегемотом и слоном. И чем-то Но я вам морским. хочу сказать, это оправданный выбор. И я думаю, что правильный ответ это бегемот. Конечно же, вода. И это правильный ответ. Офигеть. У нас теперь черепаха и бегемот. Я не верю, что мы это делаем сейчас. Я вот сижу, ничего не понимаю. Итак, один ответ вас отделяет от победы, Блин, и одно как стрессово. татарское слово. А, где Почему- моя почему подруга? Третий вопрос. Решили, что мы знаем татарский. По-татарски суфий, монах, а чекертке — кузнечик. Кого татары называют суфий и чекертке? Так, это вот, это боже, богомол. Это вот так. Это да. Да, потому что молится, да, молодец. Да. Так, все. Кто? О, Даниэл! Потому что религиоз у нас, Немножко а у них богомол молится. Время вышло. И у нас сейчас победа. Ну, мы верим, Да, очень да. Понимаешь, что сильно верим в за Женю. пределами студии Skyeng запрещено колдовать.
Итак, У меня официальное Кого? разрешение. татары называют Софи Чекертке. У меня реально головокружение сейчас. Интересно, почему? Падает. Богомол! Expecto Bogomol. Палочка вверх, это правильно! Сейчас становится 6-3. И это первая победа наших экспатов в нашей интеллектуальной игре What, Where, When. Ой, вкус победы, да? О, Виктора, ты довольна?